Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Целевой фонд будущих поколений республики активно поддерживает талантливые проекты и привлекает финансирование на развитие культуры и креативных отраслей региона. Сегодняшняя беседа коснется результатов проделанной работы, интересных примеров проектов, получивших поддержку и планов на будущее. Наш гость в студии Владимир Егоров, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений республики Саха-Якутия. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с последних событий фестиваля «Саин», который прошел на прошлой неделе. Я думаю, запомнился он для всех посетителей, для детей, для молодежи, для родителей. Какие мероприятия прошли в рамках фестиваля, какие итоги можно подвести? Да, действительно, фестиваль «Саин» у нас, несмотря на ненастную погоду в этот день, пользовался такой очень большой популярностью. В этом году мы его провели на стадионе Туймада. И за весь день прошло около 4000 человек. Это родители, дети разного совершенно возраста, потому что мы представили там программу, которая была бы интересна, начиная с дошкольного возраста, заканчивая уже старшим подростковым возрастом. И вот наш фестиваль называется «Саин». Это означает по-якутски «лето», во-первых, а во-вторых, «развивайся». И исходя из этого мы с нашими партнерами подготовили вот такие программы, где ребята могут попробовать себя в совершенно разных направлениях, начиная с науки, спорта, заканчивая культурой, искусством, креативом. Каждый может попробовать и найти то, что интересно ему, и вот дальше, может быть, увлечься этим. Кроме этого, у нас были интересные такие конкурсные мероприятия, такие как танцевальный баттл, который тоже, оказывается, очень популярен среди наших школьников. Вот. И также у нас был фиджитал-футбол. Фиджитал-футбол? Да, ничего себе. Фиджитал-футбол, это получается у нас, если у нас очень популярен как сам футбол, так и популярны у нас компьютерные игры, то это такая некоторая смесь такая. Получается, ребята... Приятно с полезным. Да, команды сначала играют на реальном футбольном поле, а затем они играют уже за компьютером, симулятор. Вот. Ну и также были вот такие интеллектуальные игры роботов, где интеллектуальное сумо такое, где вот роботы, там у них была задача друг друга вытолкнуть за определенные там... Ну, в общем, я, насколько понимаю, всех целей достигли. И лето встретили, и поразвиваться. Да, конечно, самое главное было вот в детях зажечь такую искорку интереса вот ко всему, что вот есть вокруг, и чтобы они поняли, что есть вокруг много интересного, и использовали наше лето, которое наступает, для того, чтобы вот в чем-то увлечься, чем-то заинтересоваться, развиваться, расти и так далее. Да. К слову о диджитал направлении, на прошлой неделе республика, в частности Якутск, принимала большое событие, федеральный форум креативных индустрий. В каких направлениях приняли участие, какие ключевые результаты можно сегодня озвучить? Да, форум креативных индустрий действительно собрал, наверное, всех активных людей нашей республики. Там, ну и понятно, он был с международным участием, поэтому были и международные участники, российские участники. Наш фонд принял в нескольких направлениях участие. У нас активно наша организация «Парк будущих поколений», которую мы создали, мы являемся учредителем его, приняла участие, организовала и приняла участие в сессиях, связанных с креативным развитием детей, с развитием креативного мышления. Также вот про анимационный контент были такие тоже обсуждения, и даже было подписано соглашение с Ассоциацией анимационных студий Хабаровска. Мы знаем, что там есть очень сильное мощное направление. Да, «Мечталет». У нас тоже здесь не менее интересные компании. И вот, соответственно, будем сотрудничать. Вот. Также у нас наш тоже Центр компетенции по развитию территорий. Это тоже наше учреждение. Оно тоже приняло участие, организовало ряд сессий, связанных с формированием комфортной городской среды, с развитием территории. И даже вот организовала трехдневный фестиваль современной культуры на Комсомольской площади. Вот в течение 3 дней происходили разные активности в сфере вот современной культуры. И вот, скажем, концерт Айола, да, это тоже вот, получается, наша организовывали. Какая плотная программа была. Да. Если говорить о сотрудничестве с крупными компаниями, в частности, хочу поговорить, безусловно, про «Алроса» в области развития культурных и образовательных проектов. Есть ли какие-то планы на ближайшие месяцы поддержанной компанией? Да, во-первых, конечно, мы благодарим компанию «Алроса», и вот фестиваль «Саин» прошел при их поддержке, и форум креативных индустрий тоже, да. И вот сейчас, например, если говорить про именно направление, связанное с креативом,
то вот мы уже 3 раза проводили такой детский кинофестиваль «Киномания», где ребята, которые, объединяясь в группы, в команды, в течение 10 дней производят свой фильм, пусть короткометражный, но за 10 дней они это все делают. И вот сейчас мы уже вышли на уровень дальневосточный, то есть у нас межрегиональный такой фестиваль будет, 14-й кадр, буквально вот скоро начнется, через пару недель, да. И вот, соответственно, компания «Беларусь» нас в этом поддерживает. Да. Ничего себе. Владимир Анатольевич, а если говорить о других методах и мерах поддержки, хочу поговорить о грантовой поддержке, различных конкурсах, стипендиях для талантливых детей и молодежи. Что предлагаем? Да, вот если говорить о грантовых конкурсах, вот у нас такой центральный такой грантовый конкурс, это конкурс «Инносфера», конкурс среди образовательных организаций, которые представляют проекты, связанные с техническим творчеством и с креативным. Это создание детских инновационных центров. Вот технического направления, креативного направления. И вот в этом году мы поддержали 10 таких проектов. У нас была такая сложная двухступенчатая система отбора с акселерационной программой. И, соответственно, вот по 5 оказалось у нас победителей технического направления и 5 креативного направления. И что интересно, вот эти 5 креативных направлений, из них 4 это именно анимационные студии, да, и оказалось, что вот это очень популярно. Наиболее популярно, да. Ну, а если говорить про индивидуальные такие поддержки, то у нас есть и гранты целевого фонда. Совместно с региональным центром по выявлению одаренных детей мы поддерживаем ребят, которые проявили себя в направлении спорт, направлении искусства и направлении науки. Вот по этим 3 направлениям мы выделяем ребятам такие гранты, стипендии и, соответственно, помогаем им развиваться вот в выбранных ими направлениях. Знаю, что еще приняли и стратегию по развитию детского креатива. Что лежит в ее основе и к чему стремится эта стратегия? Ну вот прямо такой сформулированной, четкой такой стратегии как бы нет. Да, мы все равно работаем в рамках того же указа о развитии креативной экономики, но вот сейчас как раз-таки у нас вырабатываются такие определенные подходы к тому, как вот развивать детей вот в этом направлении. Вот тоже обсуждали на этом форуме. Мы видим здесь и некоторые правовые вопросы, которые должны быть тоже отрегулированы, да, и, конечно же, организационные, содержательные, и прямо здесь нужны необходимые научные исследования, потому как у детей развивать те или иные навыки, креативные навыки, предпринимательские навыки, да, это все очень важно вот сегодня. И, конечно же, вот есть такой тезис, да, о том, что креативности нельзя обучить, креативностью можно заразить. И поэтому вот как раз-таки мы стараемся организовывать вот такие площадки, где встречаются уже состоявшиеся креативщики и дети, которые вот только вовлекаются, да, и когда они вместе что-то делают, понятно, что происходит в хорошем смысле вот такая... Конвергенция. Да, такое заражение, можно сказать, да, и вот ребята... Заражение в хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Владимир Анатольевич, ну, про заражение понятно и про концепцию развития, собственно, путями, так сказать, заражения в кавычках. Если говорить о лично вашем взгляде на перспективы развития креативных инициатив и индустрии в нашем регионе, безусловно, сегодня уже многое сделано, еще больше планов, которые предстоит реализовать. Какова роль фонда вот в развитии креативных индустрий? Я считаю, что вот поскольку миссия фонда связана с детьми, с молодежью, да, а дети и молодежь — это те, которым действительно свойственно смотреть будущее, создавать что-то новое, да, а не идти по старым проторенным пути, а это уже креатив, да, созидание нового, да, то мы должны помогать создавать условия нашим детям и помогать тем нашим партнерам, которые непосредственно работают с детьми и их потенциал развивают. Поэтому вот я считаю, что вот наша миссия вот состоит в том, чтобы, наша роль состоит в том, чтобы соединять, получается, бизнес, который выделяет на это деньги, наших партнеров, у которых есть хорошие, интересные идеи, и дети, которых надо вот зажечь этими идеями и сделать креативными и вообще, как говорится, умными, здоровыми и всесторонне развитыми. Да. Владимир Анатольевич, безусловно, с вами согласен. В конце концов, не зря же есть поговорка о том, что дети — наше будущее, в том числе и которые мы куем сейчас. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.